Какими игрушками в старину играли крымско-татарские дети? Какими были национальный танец, одежда, быт и традиции? В День этнографа в Крымско-татарском музее культурно-исторического наследия собрались юные посетители. Для них подготовили уникальную лекцию о крымских татарах. Но самое главное, рассказали об известных этнографах, исследования которых помогают ответить на вопрос, какими они были в прошлом. 1925 senesi Hüseyin Badaninski tarafından teşkil edilgen ekspedisiya çalıştı Kırım boyu ve onun erkanında belli alimler bulundular. Olar sırasında Ebet Osman Akçokraklı, Hasan Rifatov, Başkirov gibi böyle insanlar, etnograflar bulundular ve bayağı kıymetli materyal toplangan edi şu devirde. Ondan son 2007-8 senesi Kırım Tatar Medeni Miras Müzeyi tarafından da böyle bir ekspedisiya yapılgan edi. Evet böyle büyük ölçemde değil ama hepsi bir mümkün kadar Kırım Tatar halkının medeniyetinden, tarihinden bağlı materyal toplangan edi o devirde. А вот такими в старину были игрушки. Их наши предки делали своими руками. Кукла – это маленький, для ребенка это маленький предмет, его друг, с которым он играется и о котором он заботится. Таким образом развивается вот это вот отношение ребенка к тому, кто ему ценен. То есть это тоже культура. Мне было очень интересно посмотреть на этих кукол, которые были раньше у детей. Не только на картинках, но еще вживую я хотела их увидеть. Я еще рисую, могу нарисовать эти прекрасные платья. Ко дню этнографа дети тоже подготовились. Рассказывали стихи, танцевали и демонстрировали национальные костюмы. Мен анамным пек sevim, мен babamным pek sevim, dağlamным, orlanımны, ватаным мен pek sevim. Я очень многое узнала о культуре. Мне очень было интересно, каким был танец раньше, так как я сейчас занимаюсь танцами, и я хочу больше всего узнать. Завершили мероприятие мастер-классом по изготовлению игрушки для детей. Okay.